Обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Скворцов Григорий Павлович, я российский доброволец, руководитель международного военно-мемориального проекта возвращения имени, финалист премии «Мы вместе» 2023 год. Деятельность участников проекта направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне с немецким нацизмом в России, в Кыргызстане и в Абхазии. От лица всех участников проекта и родных погибших воинов прошу вас защитить историческую память о Великой Отечественной войне в Республике Абхазия. На портале «Память народа» опубликованы фамилии воинов, умерших в госпиталях Красной Армии. Когда к нам стали обращаться родные этих погибших солдат, поисковая группа проекта в составе военных курсантов из Абхазии установила, что после войны к 1945 году на территории нашей республики осталось 23 захоронения, в которых по документам этого портала покоятся останки 26 тысяч советских воинов. В результате осмотра захоронений установлено, что большая часть этих могил находится без охраны и в заброшенном состоянии. Имеются акты вандализма. Воины покоятся в Гудауте, в Гаграх, в Сухуме, Адзюбже, Агудзере и других местах. Также было найдено заброшенное захоронение 5 воинов в районе села Ачиндары. В Сухумском районе республики покоится прах 11 физиков-ядерщиков из Австрии и Германии, участников создания ядерного щита СССР. Кроме того, студенты Государственного университета Абхазии создали уникальный реестр сведений о судьбах антифашистов стран из Венгрии, Франции, Словакии и других, которые ранее нигде не публиковались. Родные погибших ничего не знают об их судьбе. В своих обращениях к министрам иностранных дел и в правительство наших стран я предлагал решить, чтобы к юбилею Победы в соответствии с законом об охране воинских захоронений за рубежом все эти участки с останками воинов были восстановлены. Родные могли бы посещать Абхазию, чтобы поклоняться праху своих погибших родственников. Таким же было обращение, чтобы в городе Сухум торжественно передать Министерству иностранных дел России уникальный реестр с именами антифашистов, найденных впервые, чтобы имена добровольцев, партизан и борцов с фашизмом были опубликованы в этих странах. Я не только получил отказ или форменную отписку, но стало известно, что принято прямо противоположное решение. Теперь население районов, где покоятся останки советских воинов, будет встречать юбилей Победы 9 мая 2025 года с заброшенными воинскими захоронениями, потому что средства на их восстановление направили на другие цели. Как известно, Абхазия и Россия – это военно-политические союзники, где сохранение исторической памяти о войне с нацизмом, воспитание молодежи на основе общих ценностей является одной из опор нашего союзничества. Почему же курсанты училищ, академий, институтов Министерства обороны, МВД и МЧС Абхазии теперь отделены от россиян, как иностранные студенты, и вместе с ними не учатся? В Абхазии, в отличие от России, нет законов об увековеченной памяти погибших защитников Отечества, каких-либо планов и программ, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В результате чиновники правительства нашли способ не поддерживать поисковые движения Абхазии. Многие семьи оказались лишены извещения о судьбе уже найденных воинов. На телевидении, в парламенте и в общественной палате нет примеров обсуждения того, как важно сохранять культуру исторической памяти. Решения к юбилею Победы 9 мая, которые приняты при участии посольства России и Министерства обороны Абхазии, противоречат культурному коду наших народов. Зачем нужна такая Абхазия, в которой не будет сохраняться историческая память о Великой Отечественной войне?